Наша экспедиция преодолела уже более 2000 километров, и мы прибыли в город Алекминск. Здесь нас ожидала обширная программа. Все началось с уже традиционной встречи с подписчиками и горожанами. За нашей поездкой можно было наблюдать не только из соцсетей участников пробега, но также из новостных статей и сюжетов местных средств массовой информации. Цель экспедиции – проехать от Иркутска до Якутска 2750 километров по старому Ямщицкому тракту на 2 вездеходах и 4 члена экипажа. Так, 2 в одном вездеходе человека, 2 в другом человеке. Вот вчетвером едем. Проехали уже порядка 2000 километров, даже может чуть больше. И осталось чуть-чуть до Якутска доехать. А посвящено это мероприятие, что нынче Ямщицкому тракту исполняется 280 лет с момента его открытия. И вот мы решили поддержать эту акцию. А изначально нас на это все подзадорил ваш алекминский житель, но он наш, получается, подписчик, который кинул нам позыв, сказав, что если ваш вездеход доедет до Якутска, я такой себе приобрету. Вот мы здесь. Кто? Как его зовут? Его зовут Вадим. Вот он должен тоже сегодня подойти сюда. Может, он уже среди нас, еще пока не видели. Но вообще ожидаем с ним встречи. Хотим тоже ему сказать спасибо, что он сподвиг нас на такой пробег. Че, посылку там Ямщиковскую отдаем человеку? Да, где? Вот и человек стоит в шапке. Вам, да? Здравствуйте. Сейчас. Спасибо. Сейчас вручим. С Ленска, да, вам посылку передавали? Сейчас, секундочку. Лебедка, да? Да, лебедка. А кто там передавал? А? Кто передавал ее? Ленска отправили. Один, все, сгинь. Все, спасибо. Так, Куклин Евгений, да, передавал вам? Да. А справку вам говорил, чтобы вы взяли? Справку, вам надо предоставить справку, что у вас нет аллергии на мед. Хорошо. Вот, мед здесь тоже. Спасибо. Все, на здоровье. Удачи вам. Спасибо большое. С Ленска посылку. Посылку, мы же как это, по старому Ямщицкому тракту идем, ямщиками подрабатываем. Бесплатно. Поставите. Даем коробку, еще и мед в придаче. Спасибо. Я вам фотографию отправлю с рыбой. Все. Мише отправлю. Хорошо. А вставайте с нами тоже. Для фотографии. С приездом. Спасибо. Спасибо. Да, давай. Все влазим? Я влазь. Вот это можно сделать? Все? Все, конечно. Да, друзья, у нас нововведение. Мы мерзли, если вы помните, ночами, когда минус 30, минус 33 на ходу в кабине. Очень холодно. Вот, видите, даже немножко, по-моему, простыл. Сегодня Михаил подключил гофру и вывел ее из Кунга и завел ее в нашу кабину. Сейчас самое время проверить, да, то есть находимся на улице, можно погреться. Работает ли наша печка? Ну смотри. О, уже что-то нормальное. Так это я только включил. Но по сути, конечно, желательно, да, чтобы он был здесь, потому что он берет холодный воздух, прогревает и протягивает Да. сюда. Ну и расстояние большое, по-хорошему надо эту трубу чем-то утеплить. Ну, чтобы теплопотери не было. Тогда будет больше эффект. Да. А у нас получается сейчас труба проходит не напрямую, даже хотя бы чтобы меньше было расстояние открытого. А у нас сейчас просто мы кинули как смогли по-быстрому. Это там везде под рамы, через двигатель, всяко разно. Теплопотеря будет, но я думаю, эффект будет. Ну, хоть какой-то, ну. Ну, тут прилично уже. Я думаю, если здесь градусник повешать, здесь будет. Ну, по крайней мере, в нашей мере кабине будет жара. Все, Вадим, большое вам спасибо, что спровоцировали нас на данную акцию. Это вам спасибо, что вы приехали. Ну, как бы сказать, на этот, откликнулись. Это мой комментарий, который просто от души был, а не думал, что это на это я подвигну. Не, вы подвигли нас очень-очень. За это отдельное спасибо. И классно получилось, в принципе. Мы себя проверили технику. Встретили вас. Ну, вокруг Байкала вы тоже... На этих же вездеходах, все вокруг Байкала.
Потом, получается, в Байкальской миле рекорд скорости установили на переломках. И приехали сюда. И еще сюда Якутска поедем. Ну вот я вот слежу за этими каракатами, за вездеходами вот на таких колесах. И вот, ну, ближайший регион, где вот интересные делают, вот Иркутск. Вы себе планируете приобретать? А? Себе планируете приобретать технику? Ну, когда вы тогда озвучивали, сказали от 700 тысяч, ну, я не знаю, можно было бы, если 700 тысяч, но, как я понимаю, вы там добавочно что-то сделали. Там много дополнений увеличилось, да. Вам мы можем дать 700. Да? Да. Ну, хорошо. И можно будет также своим ходом его пригнать оттуда сюда. Вместе с вами. У него пробег будет 6 тысяч, наверное. Почему 6, нет? Ну, вокруг Байкала там сколько километров там? Нет, мы же поехали... Здесь 3000 получается. Ага, здесь 3 Да. тысячи. Вокруг Байкала это другая экспедиция была. Ну, не связана с Якутской. И просто, ну, интересно, вот ребята ездили тоже по этому маршруту. Там по Лени, по Зимнику. Ну, интересно. Прям вообще классно. Я вот как с Ускута отходили, я видел, что там, ну, вроде бы вообще этот, там летный держит, что ли? Слушай, Да, вроде бы на наледь провалились на перед Бишкутом. Сжигало. Ну, Да. Промойна была там. Там и промоина, Ручей выходил. Там температура плюсовая и день, и ночь стоит. Ну, Уже ясно. все, там уже все потаяло. Здесь как бы еще морозы стоят, Да, здесь. а там, Да. там прохладно. Вот тепло, наоборот. Ну вот, я вот как-то за вами наблюдаю. Сегодня утром смотрю, там уже что-то уже в Алекминске. Я думал, в Ленске где-то, наверное. Ну, может быть, по расчетам думал. А так, чтобы сразу... Мы с Ленска вчера в обед выехали, Ага. в 12 часов где-то. И в 12 часов ночи мы уже были здесь. При этом мы заезжали в Чапаево, нас прям Чапаево встретили. мощно. Ага. Там вышли глава администрации, директор клуба, там дети собрались, там флаги, транспаранты. Ну, классно. Там нас оладьями угостили с вареньем, горячий чай, там все. Мы час-полтора с ними там провели. Детей погнали на вездеходах. А перед ними мы еще едем, думали, рыбаки стоят в поле, где-то далеко-далеко. Уже чуть речки нету. Ну, река с другой стороны. Или река там была, или что? Нет, мы на реке Минали были. Мы ближе к реке были, там ближе к берегу, да. Они, получается, мужики возят, ехали, застряли, забуксовали. Мы тоже развернулись, поехали. Их дернули, вытащили на нормальную дорогу. Ну, а что, они же по весу где-то килограмм 700, наверное, да? Вездеход? Ну? Нет, эти вездеходы где-то тонна 100. Большие. УАЗик могут потянуть, наверное. Ну, груженые. у нас в кузове килограмм по 500 в каждом. Всю дорогу. Загрузка. В одном бензин, в другом все вещи там и оборудование, и все. Тянет без проблем. Ну, дорога же здесь по Зимнику нормально, наверное, ну, как бы с Ленска в эту сторону. Я так... Очень хорошая. Да. Прям вообще как самолетная трасса. Мы и вчера ехали 73 километра. Вот я, на спидометр смотрел, 73 у нас была скорость. Ну, это не по таежным дорогам ездить. Ну, и все-таки Зимник как... Ну, средняя скорость. Это Ну, как зимний асфальт наш. да, Здесь. лучше, чем асфальт. Да. Прям вот едешь, все, и не заморачиваешься. Там наледи в некоторых местах были, но Ну, без для вас проблем. там налить-то ничего. Не нет. страшно. Ну, до Якутска тут такая же дорога тоже. Ну и Что все. там вообще красота будет. Доедем, я думаю, быстро. Там наледи есть небольшие, но для вас там это вообще. Завтра, если будет у вас возможность, мы в обед планируем выезжать. Может быть, подъедете и прокатимся. Мед вам угостим, с медом обязательно. Ну, я вам тоже на дорогу что-нибудь жене скажу, что она приготовит. Разберемся. Ну, может, сегодня сейчас поедете. Ну, Нет, мы сегодня уже никуда не поедем. Кстати, можно сходить, чайничек скипятить, чай попьем, кофе. Гаси. Нам, кстати, вон, смотри, что принесли. Хариус малосольный и еще рыба. Либо это ленок, он что-то здоровый. Такой денег с бородой, да? Да. Сергей. Да. Ага. Пришел. Испытано на себе. Наши выпуски в основном были посвящены дороге, технике и условиям прохождения маршрута. Начиная же с Алекминска, мы предлагаем вам погрузиться в историю Ямщицкого почтового тракта. Неизгладимое впечатление оставило посещение Алекминского краеведческого музея. По-настоящему ценные и эксклюзивные экспонаты в нем представлены. В этом вы сейчас убедитесь сами. Ирина Кентина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы рады побывать у вас в музее. Пожалуйста, расскажите нам про историю края и, в частности, про Ямщицкий тракт. 1635 год, это, я думаю, он ознаменован тем, что Российская империя расширяла свои границы. Может быть, если бы это случилось в 1640-м, могли сюда с Амура прийти китайцы.
И вот его челобитная, которая сейчас хранится в Москве в архиве древних актов Петра Бекетова, где он пишет: в 1635 году я, Петрушка Бекетов, поставил на линии острог и всякие острожные крепости учинил. Это он пишет об Алёкминске. Вот что такое век? На самом деле я раньше считала, что век – это огромный промежуток времени, 100 лет. А сейчас я рассуждаю по-другому, потому что это, ну скажем, дедушка, папа и я. Наша жизнь вмещается в этот самый век. И вот буквально в 1726 году сюда, в этот дикий, далекий северный край, идет Витус Беринг. И через 3 года он уже императрице кладет свой отчет. И принимается решение о связи с далеким, столь якутским краем. Нужно было наладить дорогу сообщений. И уже в 1743 году становится здесь Иркутско-Якутский почтовый тракт. Тракт, вот он для Якутской области был, я думаю, каким-то таким, давшим огромный толчок к развитию Якутской области. К большому счастью, скажем так, в Алёкминском музее сохранились фотографии. Фотографии ямщиков, их передвижения по лени, ямщицкие станки. И всему мы, конечно, вот благодарны первому фотографу, который жил в нашем Алёкминском районе. Это Ерофей Петрович Рисько, первый фотограф из числа ссыльных. У нас вот в таких коробах хранятся его негативы, вот хранились. Это Германия, Франция. Затем начали выпускать броможелатинные пластинки в Петербурге. И Ерофей Рисько, находясь в такой глуши, скажем так, да, так далеко, он имел возможность выписывать эти броможелатинные пластинки. И первая фотография, я вам сейчас покажу, как она выглядела. Вот так. Это фотография 19 века. С этой стороны негатив, с этой стороны позитив. У нас таких 2300 стеклянных негативов, которые мы привели в соответствие, оцифровали их. И жизнь ямщиков, движение их в зимнее время по лени отражена у нас тоже вот в этих фотографических снимках. 28 почтовых станций, как я уже сказала, это самая большая протяженность пути Иркутско-Якутского почтового тракта. И с трактом связаны многие истории алёкминчан, носители вот фамилий. И вот только я хочу сказать, когда в нашей республике организовалось общество государевых ямщиков, да, потомков государевых ямщиков, и началась их работа, она оживила и напомнила нам ту далекую историю, которая прекратила свое существование в середине 20 века. Самый старший из них – это вот ямщицкий колокольчик 1870 года. Это братья Трошины, которые отливали на уральских заводах колокольчики. Братья Трошины. И это здесь было с применением серебра. Вот такая у нас старинная экспедиционная карта. Ага, это Пеледуй. И меня смотрели и топографы, и сказали, что она очень четкая. Это со спутника. Да. Съемка. Вот она такая. Чего себе? Вот Якутск.
И здесь она очень четко нанесена. Так, ну-ка сейчас. Все станции. Прямо от начала, чтобы... Да, так. А главное, каким почерком написано? Да. Вот ведь светимо начинается, мы видим, пропустили. О чем говорят эти стрелочки, как вы считаете? Вот, например. Это направление на север. Да. Ага. Она была где-то, видите, закреплена. Тут это надо, видимо, на стене дырочки. Ага. От гвоздей. Сейчас. Даже, ну, не... Что же так засними? Так же, от начала до конца. И видите, вот как это, почему-то здесь пропитка больше, да? Ага. Вот этого пути-то. Вот с этой То есть стороны. это сама река, по сути дела, да? Нет? Нет, это сам вот этот путь, а почему-то она вот тут вот так вот отложена. То есть она прорисована так? Да. А, Сюда смотри. интересно. Литография на металле – это открытие памятника императору Александру II. Вот видите, написано «Открытие памятника», да? И вот здесь написано, что дозволено цензурой в Москве в декабре в 1898 году. Памятник вообще. А вот потом же все символы власти царской, я имею в виду, все было уничтожено, когда пришли советы. В 17 году. И вот первый раз эта картина висела на противоположной стороне. Женщины две с теплохода «Демьян Бедный», туристский. Они остановились и говорят, мы проехали всю Россию. Но нигде не видели вот такую литографию. Откуда она у вас? Я сказала, ну, висит у нас в музее. Он говорит, это удивительно, потому что все царское было, подлежало уничтожению. А тут такая литография. И я решила с этой стены, она у меня по моему, ну скажем, желанию, я здесь сделала православный маленький вот этот зал, я понесла и ахнула. Я увидела портрет этой старухи. Ой, ничего себе. Знаете, был такой художник, его звали Георгий Туралысов, первый театральный художник Якутии, который в Москве обучился. А свое начальное образование он получил у нас в Галахе, у политических судьях. И он, чтобы спасти вот это, он нарисовал вот это и повесил. Поэтому у нас эта картина и сохранилась. Предметы ямщицкого быта. У нас в музее нет ничего новодельного. У нас все, что... чем пользовались имщики, жители Алёкминского округа, то, что у них было в быту, то, что привозили на знаменитых алёкминских ярмарках, которые вслед за, скажем, каждый год, один раз в год, вслед за, после того, как Лена вскрывала свои воды, вслед шли торговые люди. И вот эти предметы и имщиков в том числе в нашем музее отражены. И я думаю, что вот только алёкминчанин мог так сказать, что это страница истории русской. Тебя позабыть нам нельзя. Тот тракт с Иркута до Якутска пролег через наши сердца. Буквально на следующий день нам удалось принять участие в круглом столе, посвященном 280-летию ямщицкого почтового тракта Иркутск-Якутск. Были затронуты не только исторические факты создания и функционирования тракта, но также интересные доклады, основанные на работах с архивами, которые проводятся в настоящее время. Большое количество фамилий наших знакомых, друзей ведут свои корни с тех времен. Так, например, были показаны сканы архивных документов с поименной переписью жителей тех или иных станций. Коротких, Михаил Коротких, Семен Евстефьев, ну вот это я не слышала, да, или... Как Евстифеев, Евстифеев, да. Все эти фамилии мы знаем и сейчас. Пойдемте на другую станцию посмотрим. Берденко. Да, Седых, Бирюковы, Спиридоновы. Ну вот, в Солянке. Макаровы, Белковы, Каращуповы, Копыловы.
эти фамилии. Намана. А Белюкская нет, а? Сейчас посмотрим. По времени, товарищи, мы не успеваем. Друзья. При русской яичке посмотрите, да, фамилии? Угу. Чекурка. Чекурка, это и улица. Руководителю группы Александру, пожалуйста, наш маленький презент. Это книга об истории нашего района. И здесь есть фильм «Флешка». Так, «Хранители времени». Здесь вот тоже об истории именно Иркутского тракта в этом фильме. Я хочу вручить это Руслану Ачирову. Спасибо. Спасибо вам, что вы приняли участие. Сегодня в Алекминске проводится очень хорошее мероприятие, посвященное этому событию. Мы сегодня заслушаем выступление, видимо, это в виде научно-практической конференции, посвященной как раз вот историческому этому событию. Поэтому я с большой радостью сегодня по приглашению администрации Алекминского района, библиотеки Алекминской участвую в этой конференции. Я обычно совмещаю эти вещи таким образом. Моя родина – это станция Кочегарская Алекминского района. И мы уже в течение более 25 лет обязательно в это время, в марте месяце, посещаем свой родной дом в Кочегарово. Кочегарово, наверное, это единственный в Алекминском районе дом старинный, которому 126 лет. Он 1897 году построен, который сохранился практически в идеальном состоянии. И поэтому вот как раз мы вчера посетили нашу малую родину, я набрался там энергии такой моральной, и поэтому сегодня с очень хорошим настроением приехал послушать и поучаствовать в этой конференции, которую организовали мои родные алекминские земляки. Хотел сказать огромное спасибо, что дали возможность нам попасть на такое мероприятие. Очень поражен. Вы все большие молодцы. Вы храните историю. Вы творите историю. И как бы мы тоже приехали с Иркутска, приехали не с пустыми руками. Вот от Василия Николаевича была фраза, что делается благое дело и что есть какие-то трудности. Все благие дела, они сопровождаются трудностями, но с вами Бог, и 100% у вас все получится, все завершится и будет все хорошо. Сейчас. Вот взнос на нашу книгу, которая будет называться «Иркутский тракт. Прошлое и настоящее». Тут большая сумма, там 30 тысяч, это капля в море. Сумма, с миру по нитке, да, я думаю, все будет хорошо. Да, начало есть. И мы приехали также не с пустыми руками. Вот хотел Ирину Кентину видеть, она уже убежала. Вчера она провела для нас экскурсию по музею. Тоже очень это все впечатлило. Прям классно так все получилось. И когда мы собирались ехать в экспедицию, у друга, хороший друг у меня в Иркутске остался, и его отец занимается пасекой пчелами. Он сказал, на вашем пути будет очень много хороших людей, и вот всем, кого будете встречать, угощайте иркутским медом. Маленький вкусненький презент от нас. Хорошо, спасибо большое. Вам процветания, развития. Спасибо. Спасибо. По завершении конференции мы продолжили свой путь. По пути уже традиционно помогли местному жителю, а следующей точкой нашего маршрута было село Марха, где проживает ветеран тыла, потомок государевых ямщиков, который застал еще работающим Иркутско-Якутский почтовый тракт, Алексей Егорович Арбугин. Ему 93 года.
что мы подъезжаем к селу Марха. Нам осталось около чуть больше 4 километров. Немножко торопимся, потому что человек пожилой и в 10 вечера уже ложится спать. Но, в принципе, мы вписываемся. Сейчас 8 часов. Вот, подъедем к поселку и, соответственно, сделаем звонок. Так, что-то я не подумал. Я делал звонок на стационарный номер, а понадеялся на Билайн. И, скорее всего, сейчас придется так поискать. Несмотря на не поздний вечер, когда мы прибыли в Марху, на ночном небе было красивое событие. Луна и Венера находились рядом на небосклоне. В Мархе нет сотовой связи, работают только стационарные телефоны. Поэтому место жительства нашего героя мы решили узнать по старинке у односельчан. Вон тот дом светится. Вот светится дом. Нет дороги. Вот сейчас школа будет, вон стоит, по дороге, как едете. Вот это? Да, вот школа вот. Вы сейчас по дороге Светится? едете, вот школа. Ага. И, короче, спуск. Вниз. Спуск едете и прямо вот езжайте прямо. Там переулок идет. По переулку прямо и чуть сбоку. Не вот это, вот так? Основная дорога? Да. Короче, вот как едете, прямо едете, и там по переулку проедете и сюда в сторону. Ага. И там как дом выглядит, или там спросить, да, лучше? Там спросите, я сейчас позвоню им. А вы кто? Зачем приехали так? У нас экспедиция по Ямщицкому тракту. И мы вот договорились, вот до 10 вечера, если приедем, до 9, то мы у него интервью возьмем. Ну я сейчас сыну скажу, чтобы он вышел, встретил. Короче, вот сейчас как поедете по дороге, прямо спускаетесь под гору, и также прямо идет переулок, прямо вот все прямо. Туда прямо едете до конца, и сюда влево поворачиваете. Вправо. Вправо, да. Сейчас я скажу. Хорошо, спасибо. Он вас вышел, встретил. Спасибо большое. Так, стоп, сейчас чуть правее пойдет дорога. Юрий Алексеевич? О, здравствуйте. Я родился 17 июня 1930 года. Так, а хожу 1932 годом. Вот. Когда мне исполнилось 14 лет, если потом, вот, и деревня вот рядом, Хатун-Туму, оттуда я родом. Вот. У нас в семье было 6, 3 сестры, 3 брата. Отец умер в 1935 году. Вот. А мы остались 6 и мамка. Вот. И здесь началась война. 2 братьев, мать в 1942 году умерли по болезни. Я и 3 сестры остались. Одну сестру взяли в воспитание, Eskifеева и Евдокия Николаевна. Вот. Старшая сестра летом на спуске леспромхоза, а зимой пароходские дрова пилили. Вот. А вторая сестра, старше меня на год, вот. Она хозяйкой там у людей была. Ну что, я остался один. Вот. Ну что, меня детдом, Переделистейский детдом отправили. Мы везли туда. Вот. Но я там 3 года пробыл. Вот. Пробыл, учеба у меня не шла. Вот. И 24 класса кончились. Все. Вот. Ну вот, 14 лет исполнилось на трудоустройство.
Вот. Нас, значит, собрали 10 человек, этих ребят, и в Алёкму привезли, кто, кого, куда. Ага. Вот. А у меня тут друг был, один Саша на 1 год, он раньше меня вышел. Вот. Ну и встретились, ты как? Ну, так и так получилось. А у него старший брат в леспромхозе на катере работал. Вот. Ну и я хотел домой, в Хасенцево, а кому я приеду? Один. Ну, нищета. Вот так. Нищета была. Вот. Ну еще леспромхоз устроился. Я в Алёкминский леспромхоз рабочий. 9,5 лет проработал. Вот. А потом в 55 году женился. Но супруга себе потянула и сюда приехал. Здесь проход оставил, тяжелая работа. Вот. Видите, вот, в руки, вот, видите, это все. Вот. Это вага, все это вот. Плечи вот меня впереди, вот так все время. Вот. Но сюда приехал, значит, тоже колхоз, есть колхоз. Потом совхоз стал работать. Ну. Такие дела, вот и вот. Можно? Да, конечно. Дополнительно рассказывайте. Дополнительно. Вот они вот груза возили, за одну почту возили санитат, марха. Так, теперь на той стороне, как его называют-то, от санитата. Алексеевка? Да, вот тоже. Это в сторону Алдана напрямую дорога была раньше. Вот такое дело было. И все на конях, да? Да, конечно. И зимой, и летом? Да. Тогда на лошадях, конечно. Здесь техники-то никакой не было. Рассказывали, что еще и пешком. Пешком тоже ходили. В леспромхозе работал неплохо. Почетные грамоты вручили было за 9 лет. Вот. Алёкминского леспромхоза. Тоже. Переходник был. У нас в этим леспромхозе 23 летчиков было. Это с Чапаева, так, в Дельгее и в Железной. Вот. Но среди 23 летчиков я один выдвинулся. Вот. И вот мне и вручили было. Слышно, хорошо работал. Молодец. Вот. И этот совхозный тоже. Ну и здесь тоже в колхозе тоже неплохо работал. Всегда почетно, грамотно, похвально, грамотно, все. Тогда это почту-то большинство вот колхозники возили. Вот. А какие годы были? Какие годы? Так, ну это где-то 50-е годы. В 53-м, 54-м, да, закрыли? Ну, вот так, ага. Короче, перед закрытием, да, получается? Да. А сами держите скот, не скот? Сейчас. Кобыленку держим. Кобыла есть, как, да? Кобыла. Собаки, да? Собака одна, охранник. Если днем бы приехали, не пустил бы. Сам вот такой маленький, но шустрый. Понятно. Сейчас в вольере сидит. Вот. Машины прошли, уже лаял. Не скучно вдвоем? Да нет, скучать некогда. Чем занимаетесь? Вот, ну, в свободное время днем? А вон снег вывожу уже. Сами возите, да? Да. Вот и завалено снег. Теперь вот эти сугробы-то останутся, а так возле калитки там все это вывозить надо. Здесь тоже вывозить. На чем вы возите? А вот. На капоте? На санках? На санках. Сани волокуша. И за дорогу сразу. Руками или... Руками. Откуда? Летом вот сенозаготовка. Вот немножко маленький огород садим. Капусту, морковку, помидорчики, огурчики. Зелень своя все, да? Да, конечно. Мы продолжили свой путь. Нам нужно было добраться до села Едяй Хангаласского улуса, где нас ждал ночлег и еще одно событие, связанное с трактом, которое должно было состояться на следующий день. Надо отметить, что село Едяй, вернее ямщицкая станция Ад-Дабан, попала в русскую литературу. О ямщиках Ад-Дабанской станции в рассказе Владимира Короленко «Ад-Даван». Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, непроизвольными, короткими восклицаниями.
Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменистые тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ад-Даван имеют свои песни. Они не записаны, не выработаны, не гармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается как эолова арфа, своею незаконченную и незакругленную гармонией. На каждое дуновение горного ветра, на каждое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни. Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе 10 человек, что 6 коней стоит у коновязей, что Ад-Даван ждет Арабын-Тайона, что с севера от великого города надвигается гроза, и Ад-Даван содрогается и трепещет. Продолжение следует.